Везде Крышу, здравствуйте! Вас приветствует информационная служба телеканала «Грозный», в студии новостей Артур Мусаев. И в начале выпуска коротко о самых заметных событиях. В Министерстве сельского хозяйства определили лучший госхоз, он же получил и главный приз. Рейды по тонировке выявляют и иные нарушения. Сколько еще продлится акция ГИБДД? В данный момент по Лупинке Грозный подает связь. Бесперебойное голубое топливо в каждый дом. Газопровод Ставрополь-Грозный будет вновь введен в эксплуатацию. Начинать из ничего и за 1-2 года достичь вот таких успехов. Экологи отмечают свой профессиональный праздник. Сегодня, в пятницу, до совершения пятничной молитвы нежелательно планировать какие-либо дела. Как и подобает истинному мусульманину, глава республики начал свой рабочий день с совершения обязательной молитвы Рузба. Ровно в полдень в мечети на территории правительства крик муэдзина оповестил о наступлении времени намаза. Уже после азана президент со своими соратниками совершил коллективный намаз. Сегодня в столице Дагестана, Махачкале, было совершено покушение на министра внутренних дел Дагестана Адильгерея Магомед Тагирова. Неизвестный выстрелил в министра из 9-этажного дома, находящегося поблизости. Магомед Тагиров с ранениями был доставлен в больницу, где скончался на операционном столе. Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил свои соболезнования по поводу гибели главы МВД Дагестана. Цитирую его слова. «Мы глубоко потрясены этим подлым убийством. В течение многих лет он работал в системе правоохранительных органов Дагестана и проявил себя умелым руководителем и организатором, внесшим значительный вклад в дело борьбы с международным терроризмом и ваххабизмом. Несмотря на неоднократные покушения на его жизнь, Адильгерей Магомед Тагиров оставался верным своим принципам и бескомпромиссно боролся с преступностью в своей республике. Выражаю уверенность, что правоохранительные органы Дагестана тщательно расследуют обстоятельства гибели Адильгерея Магомед Тагирова, и преступники понесут заслуженное наказание. Чеченская Республика готова оказать всестороннюю помощь в расследовании этого жестокого убийства. Позвольте выразить глубокое соболезнование родным и близким Магомед Тагирова. Память о нем навсегда останется в наших сердцах». Конец цитаты. Выразил свои соболезнования по случаю гибели главы МВД Республики Дагестан и министр внутренних дел Чеченской Республики Руслан Алханов. Цитата. «Покушение и убийство главы Министерства внутренних дел по Республике Дагестан Адильгерея Магомед Тагирова стало для всех нас, работников милиции, большим потрясением и невосполнимой утратой. Он был мужественным, честным и принципиальным человеком, который более 10 лет возглавлял МВД Дагестана и вел непримиримую борьбу с терроризмом и ваххабизмом. Я знал его давно, и для меня лично он был как старший брат, который при необходимости всегда готов был протянуть руку помощи. Гибель Адильгерея Магомед Тагирова – это большая утрата не только для МВД по Республике Дагестан, но и для всех нас. От меня лично и всего личного состава МВД по Чеченской Республике выражаю искреннее соболезнование родственникам и близким Адильгерея Магомед Тагирова, а также всему личному составу МВД по Республике Дагестан». И к другим темам. Лучшему госхозу лучший подарок. Центароевские аграрии благодаря усердному труду на своих сельхозугодиях добились признания министра сельского хозяйства. Накануне Абубакар Адильгереев официально вручил подарок шефу лучшего госхоза Рамзану Кадырову. Какой именно сюрприз для тружеников преподнес министр, об этом Зарема Шамилова. на высшем уровне обработки нахер, земледелия, высокой культуры, конкурс, как за
лучшее хозяйство, которое провело весенние полевые работы. Госхозцентр Роевский, первое место Дахнам по всем позициям лидирующую. В любой главе Хажмегарду культура земледелия на высоком уровне. Первое место Дахнам, первый трактор, мисельхоза, первое место Дахнам. Его вручить еще представителю госхоза. Ну еще второе, третье место у нас остается. Kan zich wel eens dan elke dag. Ik heb een stem dag. Die zitten daar wat dik ben ik dan. Het was kaart daar dan daar. Daar kon je het even gasol daar pure belaag daar na dan. Het is ook 100% dat het begon dat dan. Dat niet wel een beetje dat je zit dan. Hoe is dat? Ja, kan zich wel eens dan vol определение dan. Dat именно dan деятельность госхоза gedaan. Итоги уже подведены, и трактор марки МТЗ передали Госхозу Центароевский, как лидирующему среди всех хозяйств республики. Первым опробовать новое авто решил сам президент, и не случайно. Это подшефное хозяйство Рамзана Кадырова. Затем все вместе осматривают сельхозугодья. Увиденным остались довольны. Еще бы квалифицированные специалисты, новые трактора и комбайны на полях. В результате сотни гектаров обработанных земель. Далее Рамзан Кадыров и министр сельского хозяйства направились на место строительства птицефабрики, которая уже скоро начнет свое функционирование. Открытие одного из крупных предприятий Северного Кавказа сулит не только новые рабочие места, но и собственное производство. А это придаст региону еще новые перспективы, например, экспортные. Förra sidan låter så fabrik la kayo. Titta vad som samma din tävling så det ser samma din tävling kده. Jag så står jag säger då kampanjen då обыкновенно сейчас да именно эта фабрика делать можно. Все да отсалило. По дороге на ферму, по недавно проложенной дороге среди лесного массива, президент говорит о необходимости создания кормушек для диких животных и ухода за лесным массивом. من ليس كمان دير Пейзаж этих мест никого не оставляет равнодушным. Президентский кортеж останавливается специально для того, чтобы полюбоваться окружающей природой. Следующим пунктом прибытия стало место строительства фермы. Она рассчитана на 200 голов скота. И, как отметил министр, поскольку молочное производство в животноводстве самое доходное, развитие этой отрасли станет одной из приоритетных. Осмотрев зернохранилище, они отправились на очередной строящийся объект. Уже в новом учебном году новая Центароевская школа распахнет двери для 480 учащихся. Зарима Шамилова, Джамаил Хаджалиев. Новости. В столице республики будет установлен памятник защитникам Брестской крепости. Вопросы о том, где будет находиться будущий монумент и что он будет представлять собой, обсуждали сегодня на совещании под председательством Лёмы Магомадова. В Республиканский оргкомитет по изготовлению установки мемориала защитникам Бреста вошли архитекторы, художники, сотрудники мэрии, Минкультуры и правительства. В настоящее время рассматриваются 6 проектов памятника. Место, где будет установлен монумент, пока не определено, однако, возможно, это будет бульвар Дудаева. В целях восстановления справедливости наш президент издал распоряжение, создан оргкомитет, и мы в плане увековечить память погибших наших братьев, сестер. И я думаю, что народ наш Чеченской Республики будет удивлен очень